Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске я расскажу о самых ярких и интересных событиях из социальных сетей, а также о якутском кино и о том, как наши якутяне празднуют наш традиционный праздник Исэх, будучи в другой стране, и о том, как разнообразить наше короткое якутское лето и многое другое. Давайте начнем. Самая главная и большая поддержка для любого спортсмена – это, конечно же, его родные. Знакомьтесь, на видео мамы Сарданы Трофимовой и Изабеллы Борисовой. С такой-то поддержкой хоть на край света. Изабелла мамата, Сардана мамата, Onda Беллер. Yürdüler. Onda kez Bedekegalla Borisova Izabella Ozalda. Ya ona bu ülkede jüriler. Başla. Hatta ana mama tu kula amira hatta ana. Bir de yapacağım. Anladın mı? Nereye battı? Sardana. Изабелла, бастасла. Гости Якутии не перестают удивлять нас. В городе Вилюйск живет уроженец солнечного Азербайджана, который прекрасно поет на якутском языке. По-видимому, не только поет, но и понимает и даже немного говорит. Sibekli ugun. Sibekli ugun. Dörtüden ılan. İstediğini sanıyor. Çoğur korunam. Her iski kebit. Çoğur kihe. Çoğun poga. Hem biki kebit. Çoğur kihe. Çoğun poga. Dolak poga kaç. Jolloq bola. Yaxshi savol. Yaxshi olmak kaç. Uruy ayqal. Уруй айхал. Впервые в истории якутского кино сняли фильм полностью на английском языке. Российская кинокомпания «Кинологистика» завершила съемки фольклорного хоррора под названием «Граница», режиссером и сценаристом которого выступает Дмитрий Давыдов. Фильм снят полностью на английском языке и будет ориентирован на международный прокат. Съемки проходили в диких лесах Якутии. Оператор-постановщик Иван Семенов. Его мы знаем по таким картинам, как «Пугало», «Нелегал», «Холодное сердце». Продюсером фильма стал Анатолий Сергеев. Итак, фильм «Граница» – это мистическая история об отце и дочери, которые проживают вдали от цивилизации. Главным героям предстоит столкнуться с некими потусторонними силами. В Москве в Доме кино закрыли 87-й сезон. С большой сцены осыпали словами благодарности всех тех создателей кинолент, которые целый год радовали нас, зрителей, в том числе якутское кино. Ну и, как известно, наше якутское кино с каждым годом все больше покоряет сердца зрителей. Около 500 клубных мероприятий, 120 всероссийских кинопремьер, старт цикла нового российского и актуального сейчас зарубежного кино. Это то немногое из списка, что было сделано за уходящий 87-й сезон. В фокусе особого внимания и регионы. Показы фильмов регионального производства 12. Количество зрителей более 63 тысяч. А теперь, мне кажется, самое важное. Спасибо большое за всестороннюю поддержку якутского кинематографа и содействие в проведении премьерных показов якутских фильмов. Под сводами этого кинозала не раз проходили показы нашумевших якутских фильмов. Так, в 2021 сезон стартовал с киноленты Татьяны Эверстовой «Замыкание». Затем в августе показы продолжил фильм Никиты Аржакова «Тыгын-Дархан». В марте 22-го зрители увидели «Белого ангела тундры» Александра Лукина, а завершили якутский марафон премьерой – фильмом «Джулур. Масс-рестлинг» режиссера Валентина Макарова. За новинками уходящего года следил каждый.
Якутия всегда давала, даже в советские времена, фильмы особенные. Они связаны с природой, они связаны с людьми, которые обладают какой-то тайной, понимаете? Так что фильмы якутских мастеров всегда надо смотреть. Вы на них ходили. Как вы вообще следите за родной Якутией? За Якутией слежу, поэтому моя любовь к Якутии, она не пройдет и останется со мной до конца. Закрытие сезона в Доме кино – это повод не только взглянуть на проделанный путь, но и наметить планы на будущее. Ну, сделаем, все впереди. Приедете в Якутию? Да. А почему нет? Следующий 88-й сезон в Доме кино стартует 26 августа и обещает быть насыщенным. Основной вектор – стать центром притяжения отечественного кино. И куда же без якутских фильмов. Исторически сложилось, что все премьеры и весь, наверное, кинематографический истеблишмент, он прикован к этому месту. И стартовать здесь, наверное, не самая плохая история в новом сезоне. Возможно, мы как раз старт нового сезона начнем с подписания соглашения с Домом кинематографистов. Айсана Барнашова, Виктор Олесов, Москва. Сезоны эсэхов подходят к концу, и так отрадно, что свой национальный традиционный праздник празднуют даже те якутяне, которые в данный момент проживают в других концах света. Так якутяне отпраздновали национальный праздник в Сеуле. В городской парк столицы съехались якутяне с разных городов Южной Кореи. Как рассказывают земляки, несмотря на то, что они далеко, они всегда помнят и чтят родные традиции, а также популяризируют их. Сеульцы активно подходили и интересовались традиционным праздником. Тем временем, прямо в центре Сеула, якутяне показали настоящий эсэх и якутское гостеприимство. В связи с нынешней мировой обстановкой, к сожалению, многие якутяне, в том числе и я, не смогли попасть на юбилейный эсэх. Мы ждали до последнего, но, к сожалению, прямых рейсов в Россию не дождались. Вот сейчас у нас в июле в Корее сезон дождей начинается, а в августе бархатный сезон могли дождаться и более так хорошо организовать, но мы по традициям все-таки якутским решили отпраздновать в начале лета. В будущем хотелось бы организовывать эсэх на более масштабном уровне, со всеми традициями и обычаями, в национальных костюмах, украшениях, соблюсти все каноны, алгыс, чтобы стол был побогаче, конечно. И хотелось бы позвать не только якутян со всей Кореи, но также позвать гостей и представителей других наций, южнокорейцев, чтобы многие узнали про якутян, про саха, про народов Крайнего Севера. Предлагаю всем землякам, якутянам, где бы они ни были, придерживаться традиций, конечно же, держать связь, и также якутянам, которые находятся в Якутии, все-таки гордиться своей республикой, своей нацией. Ну а тем временем в Татинском районе прошел такой эсэх, который надолго запомнится всем. В селе Чемых Татинского улуса прошел долгожданный праздник эсэх, посвященный 145-летию основоположника якутской литературы, философа, просветителя Алексея Кулаковского. Впервые эсэх провели на берегу реки Амга, где за последние годы соорудили Тюгельге Кулаковского и установили парковые скульптуры по его произведениям. А также был открыт балаган, названный в честь первого произведения якутской литературы «Благословение Баяная». На этот эсэх были приглашены 4 поколения Кулаковских, которые почитают и увековечивают высокое имя своего дедушки. Но нынешний национальный праздник эсэх, наш сельский традиционный эсэх, приурочен к 145-летию нашего соотечественника Алексея Алексеевича Кулаковского, Алексея. Мы провели его на новой местности, потом называется Эксекуляр Тюгельгете. Поэтому эта местность будет привлекать не только своей красотой, но и своим историческим значением, потому что сегодня мы поставили бюст Кулаковскому Алексею Алексеевичу. Мы сегодня открыли детский летний лагерь имени Атоса Алексеевича Кулаковского, внука Алексея Алексеевича Кулаковского. Сегодня открыли балаган Баянай балагана, посвященный первому произведению Алексея Алексеевича Кулаковского. Поэтому все это мероприятие сегодня приурочено, все посвящено именно Алексею Алексеевичу Кулаковскому. Все участники, все наши гости очень довольны, потому что местность очень удобная, тут и рядом и речка, и прекрасные места, горная местность, и тут все сочетается с родной природой. Поэтому это будет дальше еще привлекать. Я думаю, что туризм будет развиваться в последующие годы. И сель наша сегодня все выполнено.
Радостная новость для молодежи Вилюйского района. 14 по 16 июля в городе Вилюйске пройдет республиканский большой масштабный молодежный фестиваль. В рамках фестиваля в культурно-этнографическом комплексе «Хамустах» выберут лучшую молодую семью республики 2022 года, а также модельеров, дизайнеров, вокально-инструментальные ансамбли, а также лауреатов премии для молодых. Также состоятся командные соревнования по национальным видам спорта. В конкурсах примут участие делегации районов и городов в возрасте от 18 до 35 лет. Наше якутское лето известно тем, что оно очень короткое, и специально для вас, наши зрители, мои коллеги, походили по городу, пообщались с жителями столицы и узнали лайфхаки о том, как разнообразить наше лето. Как вы предпочитаете летом отдыхать? Вот он на природе, стараюсь почаще быть. В деревне, у родственников, у мамы. Смотреть аниме. Вот, в принципе, мне этого будет достаточно. Прекрасное времяпрепровождение, особенно если у тебя дома кондиционер, ты покупаешь себе очень вкусные прохладительные напитки, какие-то закуски. Это прекрасно. В тени сидеть, кондиционер, вода, купаться. Все, наверное. Я предпочитаю, конечно, проводить время с друзьями и семьей своей. Работаю. У меня ИП. Зарплата как бы, соответственно. Как все обычные. Сенокос, работа, как подготовка к зиме. Ну и как сбор ягоды по сезону, когда приходит. Лето вообще отменное, необычное. Не надо никуда уезжать. У нас много достопримечательниц. Вот посмотрите, какие места, теплое озеро. Я люблю ходить, каждый день хожу здесь. Вот. И люблю отдыхать на нашей природе. Это, конечно, на реке Лени нашей. Очень много детей приходят, они любят, им интересно, что такое катамарана. Они первый раз видят, такие: ой, мам, хочу туда, давай туда. Катаются, им всегда нравится. С друзьями погулять, покупаться, погулять по городу. Ну и в завершении поговорим о погоде. В 10 районах республики ожидаются сильные дожди. Осадки прогнозируют в Алекминском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Кобяйском, Горном, Верхоянском, Алданском и Нерингринском районах. Ранее отмечалось, в центральных, Вилюйских и части заречных улусах ожидают грозы и порывистый ветер до 17 и даже 22 метров в секунду. Ну а на этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите News on Air на телеканале Якутия 24 и будьте в курсе самых интересных событий.